Здравствуйте, в эфире новости на телеканале «Осетия», в студии Елена Черенкова и коротко о главном. Праздник, когда вся страна вспоминает и чтит память и отдает должное защитникам Отечества. В памяти павших в преддверии 23 февраля во Владикавказе возложили цветы к памятникам и обелискам воинской славы и могилам героев. В мероприятии участие принял Вячеслав Битаров. Надо, наверное, нам предусмотреть и, может быть, целевые места для районов, чтобы в сельские школы мы готовили кадры. Поддержка молодых учителей, создание комфортных условий для работы в районных школах. Эти вопросы обсудили на заседании проектного офиса. Глава республики попросил разработать специальные программы. Сделать такой кладезь для осетинских детей, это, знаете, очень большого стоит. Не каждому переводчику удается сделать то, что сделали они. Для развития осетинского языка герои известного мультсериала говорят на осетинском языке. Над проектом работали лучшие переводчики. Все подробности в выпуске. В преддверии Дня защитника Отечества во Владикавказе вспоминали солдат, погибших за Родину. Памятное мероприятие прошло на мемориале славы. Цветы легли к памятникам и обелискам воинской славы, к могилам героев. Все присутствующие во главе с Вячеславом Битаровым почтили память защитников Отечества минутой молчания. Из нашей республики на фронт ушли порядка 95 тысяч человек. Более половины из них не вернулись. Важно помнить имя каждого героя, который отдал свою жизнь ради свободы Родины. Участие в мероприятии приняли представители парламента и правительства республики, администрации Владикавказа, Министерства внутренних дел, военнослужащие 58-й армии, представители Совета ветеранов и общественных организаций. Сегодня такой день, который объединяет, наверное, всех людей. У нас таких дней немного в году бывает. Праздник, когда вся страна вспоминает и чтит память и отдает должное защитникам Отечества. Если бы не эти ограничения, молодежи было гораздо больше. И я думаю, с большим удовольствием наши молодые люди пришли бы и почтили память, воздали должное защитникам Отечества. В лагере ко Дню защитников Отечества прошли показательные выступления 58-й армии. Посмотреть на зрелищную картину мог любой желающий. Зрителям продемонстрировали приемы обороны, оружие и тяжелую технику. Организацию патриотического мероприятия на себя взяли партия «Единая Россия» совместно с администрацией местного самоуправления. Подробности у Сабины Гатаговой. Солдаты при выполнении военной операции. Для зрителей это удивительное зрелище. Стараются не упускать детали, особенно ребята. Действительно великий праздник. Я рад, что к нам приехали, нас к этому приобщают. Ведь это по-настоящему мужское дело — защищать свою родину, свое отечество. И здесь показали много всего интересного. Техника, выстрелы, приемы. В общем, я надеюсь, такие праздники будут проводить почаще. И мы все довольны. Пока одни наблюдают за военными действиями, другие пробуют полевую кухню, детвора крутится возле боевой техники. Особой популярностью пользуется, конечно же, военная техника. Тигр, Аракс и Саул АТМ. На выставочной площадке подробно рассказывают о каждой модели: вес, боевые возможности и калибр. Здравствуйте, расскажите нам вот об этой машине, например. Эта машина Аракс предназначена для инженерных подразделений. В ней собрана аппаратура и устройства, предназначенные для поиска и обнаружения взрывчатых веществ. На маленьких зрителей армейская жизнь произвела особое впечатление. Мне понравилось, что нам разрешили потрогать снайперскую винтовку и калаши. Гостей с каждым часом все больше. Организаторы отмечают, такого потока не ожидали. Вы сами видите, сколько народу собирается, хотя и погода не соответствует. Все
равно люди пришли, радуются празднику. Эта традиция у нас продолжается. Мы как бы воспитываем молодежь этой традиции. Часто у нас в школах бывают эти мероприятия. Приезжают ветераны, приезжают военные, рассказывают. И очень увлекаются молодежь, в особенности ребята. Площадка в Алагире на несколько часов превратилась в настоящий военный полигон. Главная цель – вовлечение молодежи в патриотические акции. По словам организаторов, это удалось сделать. Сабина Гатагова, Игорь Войцеховский. Новости Осетии. Кузница будущих защитников Отечества – Северокавказское Суворовское училище. Сейчас там обучаются более 300 воспитанников, и у каждого своя мечта. Кто-то хочет стать пилотом, а кто-то связистом. Но для этого нужно немало трудиться. О буднях воспитанников Суворовского училища расскажет Галина Григорян. Даниил Кришталь мечтает стать летчиком дальней авиации. Признается, нет ни минуты свободного времени. Готовится к экзаменам, проходит медкомиссии. Каждый новый день приближает к первому полету. Когда был маленький, я первый раз, когда дедушка меня позвал парад смотреть, я увидел там, летчиков показывали, там самолеты, Витязи летали. И мне очень понравилось, и потом дальше он мне покупал всякие модельки, конструктор, там самолеты, вертолеты. И сам про себя рассказывал, что он когда-то мечтал стать летчиком, но его забраковали из-за зрения. Плюс его отец, то есть мой прадед, он тоже хотел стать летчиком, и у него ничего не получилось, тоже по здоровью. Все это воодушевило, я захотел стать пилотом Российской Федерации. Станислав Бутов поступил в Суворовское училище в 7 классе. Здесь же начал увлекаться программированием и информатизацией. Планирует связать свою жизнь с войсками связи, чтобы защищать важную для государства информацию. Специальность эта является довольно важной и очень востребованной, поскольку информация в наше время является чуть ли не главным оружием. Не зря говорят, тот, кто владеет информацией, тот владеет миром. Ее просто-напросто украдут, и пострадает огромное количество людей. Специалисты по защите информации призваны не допустить такой ситуации и, соответственно, сохранить жизнь гражданского населения и защитить свое государство. Набор ведется с 5 класса, и к таким ребятам особое внимание. За адаптацией молодых людей в непривычные после школы условия наблюдают педагоги и психологи, чтобы в любой момент помочь. В соответствии со своими способностями, склонностями, что какой у него есть и интеллектуальный, и физический ресурс. То есть все задатки, какие есть, мы стараемся максимально развить и направить в соответствующую какую-то профессию, потому что военных профессий их тоже очень много. Северокавказское Суворовское училище – кузница кадров для российской армии. Сейчас здесь готовятся к военной службе 320 воспитанников. Чтобы на выпуске наш выпускник был высокообразованным, всесторонне развитым, владеющий как минимум 2 иностранными языками, физически крепким и мотивированным на будущую профессию. А мотивация одна – это защитник Отечества. Помимо школьной программы, суворовцев учат строевой подготовке, обращаться с оружием. Собрать и разобрать автомат многие уже могут с закрытыми глазами. Будущие офицеры должны уметь оказывать первую медицинскую помощь, знать историю Отечества, современную боевую технику. Галина Григорян, Владимир Кокоев. Новости Осетии. В преддверии Дня защитника Отечества в школах проходят тематические уроки. Примером настоящего мужества и патриотизма для учащихся Владикавказской 2-й вечерней школы стали ветераны Великой Отечественной войны. Они рассказали о военных операциях, боевых друзьях, жизни в послевоенное время. Своими знаниями поделились и ученики, прочитали стихи и песни военных лет. Урок мужества, он без срока давности, потому что те люди, которые погибли, которые защищали нашу Родину, мы о них должны помнить. И это мы должны передавать из поколения в поколение. И мы должны нашим детям привить любовь к Родине, умение защитить нашу Родину и в трудный момент стать стеной, чтобы никто никогда на нашу Родину не смог напасть. В
комплексном центре соцобслуживания населения Затеречного района Владикавказа провели акцию памяти «Никто не забыт, ничто не забыто». Ее посвятили детям и семьям военнослужащих и сотрудников силовых структур, погибших при исполнении воинского и служебного долга. Приурочили мероприятие ко Дню защитника Отечества. Такая акция проходит каждый год во всех районах республики. В этом году 73 ребенка погибших военнослужащих получили памятные подарки и открытки от главы республики Вячеслава Битарова. Я вас собрала. Обычно это мероприятие проходит в формате республики. Приглашают детей с мамами и проходит концерт, память о погибших. Но в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в этом году провели это в таком узком формате. В преддверии Дня защитника Отечества в технологическом колледже полиграфии и дизайна прошел круглый стол. Тема – патриотическое воспитание молодежи. В гости к студентам пришли члены Совета ветеранов Республики, Терского казачьего войска, ветераны пограничной службы, Республиканского дома дружбы и председатель секции моряков-ветеранов. Учащимся рассказывали о боевых подвигах солдат в дни Великой Отечественной войны, примерах стойкости, храбрости и любви к своей родине. В преддверии дня, сейчас его называют День защитника, а вообще это, если точно говорить, то это День Советской армии военно-морского флота. И мы должны молодежи помогать. И мы стараемся, старшее поколение старается помогать им, знать, чтобы знать прошлое и знать настоящее, и готовить себя к будущему. Основные вопросы рассмотрены на круглом столе. Были патриотическое воспитание молодежи, служба в армии, память о героях прошлых лет. Такие мероприятия у нас часто проводятся, не только к 9 мая, конечно, это очень большая дата. В прошлом году у нас проходила конференция, посвященная 75-летию. Дети писали доклады, сами оформляли, сами разрабатывали сценарий. Во Владикавказе провели акцию «Дальнобойщик» для водителей больших грузов, которые уже долгое время стоят на территории республики. Приготовили горячее питание, суп, гарниры и чай. Провели мероприятие «Союз десантников республики» совместно с Комитетом молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Владикавказа и его подведомственными организациями. Дальнобойщики поблагодарили за такое внимание. Акцию планируют проводить не один раз. Они восприняли это как подарок, честно сказать, тем более в такую погоду сейчас, сейчас уже вечер будет, все, горячая еда, горячая пища все-таки дает свой позитив организму. Мы когда им предложили, они по рации сообщили друг другу, и мы сейчас здесь находимся, они подходят и горячее питание принимают, кушают, чай пьют, в общем, очень приятно им. Поддержка педагогических кадров, в том числе повышение качества образования в Северной Осетии. Эта тема стала ключевой на заседании проектного офиса под председательством Вячеслава Битарова. Главе республики рассказали, что на базе одной из городских школ создаются химико-биологические классы для тех, кто намерен связать жизнь с медициной. Подробнее Марина Караева. Задать темп урока, заинтересовать молодую аудиторию и, главное, научить. Требования к современному учителю всегда высокие, ведь именно он прививает любовь ребенка к предмету. От него зависит, какую сферу деятельности выберет в будущем. Педагогическому образованию в республике уделяют особое внимание. Тема стала ключевой на совещании проектного офиса. Вячеслав Битаров отметил, что важно повышать качество образования в республике и особенно уделить внимание молодым кадрам. И в этом направлении работа ведется. О том, как готовят будущих педагогов, рассказала временно исполняющая обязанности ректора СОКПИ Алана Гагиева. По ее словам, реализуется проект по нескольким направлениям. Система классного вожатства, наставничество, педклассы. Они, к слову, теперь будут функционировать не в 5, а в 20 школах республики. Естественно, модель нам пришлось изменить и подключить педагогов образовательных организаций, чтобы они вели занятия в педагогических классах. Мы определили расписание, обучили этих педагогов, то есть провели курсы повышения квалификации, дали готовую программу. И периодически расписание построено так, что 2
раза в неделю занятие ведется самой школой, вернее в месяц. Другие две недели занятия ведется преподавателями СОКПИ и РЕПКРО. То есть выезжаются с мастер-классами педагоги и сквозь призму предмета показывают преимущества педагогической профессии. Также в СОКПИ утвердили контрольные цифры приема абитуриентов на 2021-2022 учебный год. Планируется принять 130 студентов. Вячеслав Битаров отметил, что необходимо уделить внимание выпускникам районных школ. Ну, здесь надо, наверное, нам предусмотреть и, может быть, целевые места для районов, чтобы в сельские школы мы готовили кадры. И они, конечно, должны достойно выбирать действительно тех, кто хотят стать учителями потом. Также в республике создают условия для тех, кто решил связать свою жизнь с медициной. На базе 27-й школы работают химико-биологические классы. Программа насыщенная. Представители Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» регулярно проводят открытые уроки. Действуют дополнительные кружки по химии и биологии, которые организовывают преподаватели СОГУ и СОГМА. Также приобрели необходимое оборудование. Дети в этом классе, они не только мотивированы к изучению этих предметов, но они и уже сейчас начинают предопределяться в будущих профессиях. Кто-то из них уже, несмотря на то, что это еще пока маленькие дети, мечтает стать врачом. Кто-то из них хочет стать микробиологом, кто-то хочет, вот как Тамик Дзагоев, о котором был сюжет, палеонтологом. Кто-то хочет быть, допустим, сельскохозяйственным работником. То есть в любом случае выбор их будущей профессии так или иначе связан с химией и биологией. На совещании обсудили вопросы подготовки и журналистских кадров. Профильные ведомства разрабатывают дорожную карту по этому направлению. Вячеслав Битаров поручил особое внимание уделить на подготовку молодых специалистов и повышение квалификации тех, кто уже работает в этой сфере. По его словам, важно повышать престиж профессии журналиста, укреплять материально-техническую базу и содействовать в продвижении журналистского продукта на внешний рынок. Допустим, к 1 апреля, я думаю, что достаточно времени, чтобы все это обсудить, провести круглые столы, необходимые обсуждения и в конце концов договориться и уже в апреле месяце на заседании правительства внести изменения в программу, изыскать бюджетные средства к тому времени, Оксана Владимировна, и запустить программу в реализацию. На повестке дня и проект развития службы анестезиологии, реаниматологии. Министр здравоохранения Тамерлан Гугичаев рассказал, что сформирована группа специалистов, которые в дальнейшем будут повышать квалификацию на базе Северокавказского многопрофильного медцентра. Вячеслав Битаров подчеркнул, что республика готова полностью финансировать закупку самого современного медицинского оборудования для того, чтобы создать все условия как для пациентов, так и для медперсонала. Марина Караева, Хетак Гапоев. Новости Осетии. Любыми герои мультфильма «Маша и медведь» говорят на осетинском языке. Уже озвучено более 20 серий. Их будут показывать в детских садах и на нашем телеканале. Это проект организации «Ронфедерация», направлен на сохранение и популяризацию родного языка. Детали в материале Аланы Тумаевой. В научной библиотеке настоящий праздник осетинского языка. В первую очередь подвели итоги теста. Его провели в формате онлайн в мае прошлого года. Организация Ронфедерация запустила этот проект в поддержку осетинского языка. Совместно с факультетом осетинской филологии СОГУ ко Дню осетинского языка и литературы разработали комплекс для тестирования знаний родного языка. 15 мая на сайте стартовал масштабный тест. За 2 недели его прошли тысячи человек, а накануне тем, кто успешно справился с вопросами, вручили нагрудные значки. Мы собираемся совместно с Министерством по вопросам национальных отношений этот тест расширять, добавлять, потому что база вопросов, она пока еще маленькая. И у нас предварительное соглашение с Министерством по вопросам национальных отношений о том, чтобы это стало ежегодной. Это мероприятие было включено в программу по национально-культурному развитию осетинского народа до 2025 года. И, соответственно, мы надеемся, что в течение ближайших 5 лет этот комплекс будет развит, полноценный комплекс тестирования знания осетинского языка. Здесь же презентовали дублированный на осетинский язык 2-й сезон мультфильма «Маша и медведь». Благодаря совместной работе Ронфедерации и национального телевидения Осетии Ирштон удалось перевести 26 серий всеми любимого мультика. 1-й сезон успешно транслировали в эфире нашего телеканала. Более того, подписали соглашение с районами республики и Южной Осетии. Теперь 1-й сезон мультфильма «Маша и медведь» на осетинском языке будут показывать в школах. Работа над переводом была кропотливой, но передать характеры героев, по словам редактора, удалось. Подбирать какие-то синонимы, потому что не каждое слово могло подходить под
героя, потому что они же все равно вещают на русском языке и автоматически подгоняется, мелодию подгонять. И вот переводчики, которые переводили эти тексты, они достойны медалей, потому что вот сделать такой кладезь для осетинских детей, это, знаете, очень большого стоит. Не каждому переводчику удается сделать то, что сделали они. Главная задача обоих проектов – поддержка и популяризация осетинского языка, особенно среди молодежи. Проектов еще много, но главное уже сейчас есть большой отклик со стороны жителей республики. Алана Томаева, Ибрагим Чочиев. Новости Осетии. К этому часу это вся информация. Спасибо за внимание и оставайтесь с нами. Thank you.